Во-первых, мы в Казань приехали с мыслями поблагодарить вот Конгресс, а через него народ Татарстана, выразить свое удовлетворение, что на новейшей истории российского государства в такое сложное время, где-то СВО идет, где-то какие-то природные катаклизмы, а в это время мы говорим об обмене опытом работы историко-культурного наследия, о жизни людей. Планируем и сабантуй, и совместные праздники. Просто нам прекрасную сделали программу именно в плане историко-культурного хранения традиций, устного народного творчества, изобразительное искусство и целый храм верований народов. Слушайте, ни одну из этих проблем отодвинуть как бы второстепенный, как бы незначимый, это просто некорректно. Поэтому наши ожидания, что Татарстан для нас, для дальних регионов России, особенно сибирских, восточных, северных, вы для нас пример видения новой России, в обновленной Конституцией. Вот идем к Новому году, все пересматриваем свои сделанные, свои сегодняшние дела и завтрашние планы. Вот эти все три аспекта просто удовлетворяют. И в начале этого дела стоял вот руководитель Конгресса. Вот сейчас мы с аппаратом встречались. А еще раньше, я скажу, я по своему возрасту имени Тимира Шариповича видел в действии, в боевой работе в период создания, по крайней мере, нашей республики, а Татарстан всегда республикой был. Я, например, Рустам Минихин, он как сегодня Раис, был такой случай, приехал на большое ответственное мероприятие на Алтай, встречающая группа его под руки, условно говорю, его встретили, ведут, организованно беседуют, и вдруг Раис откололся от встречающей группы, от наших руководителей, и идет в нашу сторону, в сторону людей. Мы там стоим в национальных костюмах, русские, алтайцы, казах стоим. Он подошел, ко мне подошел. Но, возможно, я был в ярком алтайском костюме. Мы так почтенно друг к другу, уважительный поклон и рукопожатие, и пару слов обменявшись, он пошел опять в встречающую группу, и пошли церемониальное открытие дружбы древних наших дел на земле алтайской. Это о чем говорит? Вот человек просто душой тянет к людям, к проблемам жизни людей. Вот сегодня мы увидели в делах Конгресса. Мы это увидели в делах ветеранской организации. Это мы вообще увидели у людей. Поэтому наши впечатления таковы, что вот сегодняшняя Россия, как наш президент говорит, он силен, Россия сильна разнообразием, своим единством. Вот Татарстан демонстрирует, какие нам словари на тех языках, какие нам книги, какие нам номера. Еще сегодня мы на классическую музыку пойдем. Вы понимаете, вот это и есть живое общение народных. Нас никто не назначал. Это мы народная делегация приехали и работали вместе с Конгрессом как структурой народного, самодеятельной, общественной. Это же организованное волонтерское движение. Так что, пользуясь случаем, что один год истекает, Новый год приближается, мы тяхши дюрдис, езанамыз келіп, сізді көріп, амыр энчу надилых күнзеп турбыз. Доброго окончания этого нелегкого года, хорошего,
наступающего года. Будем дружить, будем работать. Конечно, мы именно вот с этой мыслью, как это вчерашними мыслями, как бы уже прошедшими событийно во времени этими делами встречать в Новый год новое пробуждение весны, весна, лето. Оно у нас начнется с Сабантуем на земле Алтайской. Вообще это земля древних тюрков, все тюрки так говорят. Об этом и президент Владимир Владимирович Путин говорит. Об этом все наши стройки, наши мысли. Этот Сабантуй будет встреча и дружба народов, их мыслителей, их устного творчества, их сегодняшнего результатов труда. Пусть это будет успешным. Мы поработаем, чтобы Сабантуй на земле Алтайской прошел колоритно, именно удовлетворяя задумки наших братьев-татар, удовлетворяя ожидания братьев-татар на Алтае, всего населения нашей республики в Сибири. Спасибо вам за внимание.